Друзья, всем большой привет! На календаре у нас 19 марта, за бортом минус 5 градусов. И впереди у нас ожидается большая рыбалка. Планы были сначала один, потом с Серегой мы уже видели, а потом, и конечно же, наш самый главный рыбак, это Иван Григорьевич. В общем, собрали такую команду спонтанно, едем, планируем ехать на двух транспортах, это на нашем урагане, а Иван Григорьевич, как Карлсон, полетит на своем вертолете. Идут сборы, время уже 11 час, потому что Григорьевич сегодня работал, Серега сегодня работал. Я собираюсь второй день уже потихонечку, тоже монтировал, тудым-сюдым, залил. Два фильма, это подготовка, это разведка этого места, куда мы сейчас едем. В общем, скоро мы все увидим. Вернее, вы уже видели мою подготовку, видели мои ставные удочки, видели сорванного налима, который убежал, порвал леску, видели уже первую белую рыбу харюзов-сигов. Планы ловить то же самое. Будут у нас ночевки в избушке, будет рыбалка, все впереди. Ну а пока мы буквально уже в нескольких метрах от Ивана Григорьевича. Поехали. Повстречаемся, поздороваемся. Ну а дальше посмотрим вертолет Ивана Григорьевича, спустим его на воду, вернее на лед реки Печора. И поедем. Дай бог добраться к вечеру до темноты, это будет уже хорошо. Погнали. Так, вот и домик в деревне у Ивана Григорьевича. Есть квартира в столице нашей республики, но Григорьевич предпочитает жить в этом домике. Вот, ладно, туда заезжать не будем. Туда накачивает лодку, накачивает свой вертолет. Передали посылочку, заезжал, забрал для него запчасть. Опачки, опачки. Ну, здравствуй, Иван Григорьевич. Здорово. Открываем навигацию. Да. Вот тебе посылка от Ивана Яковина. Ага. Можешь вот передавать ему привет. Вот он, да. Здравствуй. Привет, Иван Мартынович. Благодарю. Вот открываем навигацию. Не так-то просто еще было получить. Это все, пароль, пин-код, все спросили, расспросили, чужому не дадут. Молодец, Юра. Ну так я же и Галю знаю, и Юру. Ну, у меня-то не знаю, я сказал посылку. Что посылку, кто передал? Все чин-чинарем. Так, что? Мы это потащим на машине, да? Ну да. А где Сергей? Сергей собирается еще, я не стал пока его брать, думаю, это. Или у меня еще есть время за ним съездить. Так, делаем что, какие планы? С Сергеем вы едете, я на машине, да? Ну да, но ты, вот бляха. Все. Заехал бы в райпо, спросил бы, сколько возьмут за то, что поменяют сцепление. В райпо какой? Ну где старый райпо, там ремонт машины. Леха, да? Да, вот что такое второй. Ну, шины, колеса, которые меняют, Леха. Да. Торлопов. Ну, я не знаю. Ну, хорошо, заскочу. В общем, как мы видим, у нас нарисовались опять небольшие, не то что проблема, а задержка, так сказать. Дай бог, к вечеру доберемся, а потом что-нибудь да придумаем. Да. Привезешь Серегу. Серега тоже, да, магазин хотел. Все, ладно, делаем дела. Так, ну что, договорился насчет ремонта. В следующий понедельник машинное сцепление поменяют на машине, на автомобиле Ивана Григорьевича. Сейчас едем к Сереге, забираем Серегу, заскочим в рыболовный магазин и поедем уже к Ивану Григорьевичу собирать вертолет. Погнали. На улице тем временем теплеет у нас. Минус 4 градуса. Вышло солнышко. Отличная погода для рыбалки. А мы еще в поселке. Ну ничего, мы свое еще наверстаем. О, всем семейством едут!
Здравствуйте, здравствуйте. Привет, Всем рыболовной семейки. Всем привет, друзья, наконец-то выбрались. Долгожданный, открой, Серега, сам у меня снутри только открывается здесь. Вот, и та тоже снутри только открывается. У меня Вещей в этот раз много взял с собой. нормально. Лишнее в далекий поход не помешает. Не знаю, уходила на работу, было меньше вещей. Пришла уже 22 чемодана. Чего-то хитрого наложил туда, Да-да-да. наверное. Пополнение было. Секретного. То ли еще будет, еще мои вещи, Иван Григорьевича вещи. В общем, не зря едем на вертолетах, самолетах, поездах. Лишнего ничего не бывает. А булочки положил? Да. А вот булочки-то забыл. Булочки нет, все лежит. Да. В этот раз ничего не забыл. Я думал, Оксану тоже берешь. Нет, я Нет. дома. Алексей просился, я Алексей говорю, ну тебе еще просился. рано, говорю. А ничего, как потеплеет, может, изгоняем. Сейчас мы дорогу протопчем, пробьем, посмотрим с разведкой. Ни хвоста, ни чешуи. Все, скажи, столько же, чтобы рыбы привез, да? Да. Все. Поехали. Одного члена команды уже забрали. Поехали. Так. Иван Григорьевич сейчас качает лодку там. Так, и в магазин рыболовный, да, съездим Ну вот сначала? так, Герасимчику сгоняем. Снимать надо его на болты. Вот и вся команда в сборе. Так, еще выше. Еще. Опа. Вот так примерно. Вот. А ты, блядь. Вот это мотор. Всё. Он тяжелее вихря, да, 30-го? 2 раза. 2 раза? Ну я, видишь, вынес в сарай его все, а тут подложил. Я один ставил на речке. Один ставил? Да. Охренеть. Я взял вон такие чурки, подложил чурки через вагу. Килограмм 70, да, весит? Да, не меньше. Кто-нибудь может в 78 лет 70 килограмм ставить один? Я не могу. Григорьевич может. Ты же мало живешь, ты еще не научился. А, еще сил не набрался, да? Конечно, ты набирайся. Понял. А, я еще мало горилки выпил, наверное, Конечно, еще. так вот в том-то и вопрос. Мало первака, весь первак уливали. Да, так, 22, да? Так что полным ходом идут приготовления. 22. Скоро начнется. Так, Иван Григорьевич, по пути я Сереге уже объяснил, где задача взять вам живцов с тюрьмы. Там живцов 20-30 есть, одна палка выше переправы стоит на правом берегу. В принципе, 2 недели назад брали, сильно замерзнуть не должна. Долбите, ведро я приготовил, прямо с банкой, с палкой возьмете, ну? Ага. Все. Так, а лодку надо будет на берег тащить, да, еще? Ну да, вот надо тащить. Ну, блядь, ключ. Где же Все. Последнее приготовление. Серега с Иваном Григорьевичем поедут на вертолете. Я еду мне чуть подальше и чуть подольше. Так что на реке они будут по-любому раньше, чем я. А мне сначала на нашей Нивушке, потом на нашем ураганчике. Долго. Мы еще можем успеть на холодном ручье. По-любому, да. На Малосу. Все. Так что собираемся, встречаемся, команда в сборе. Едем. Все готово? Прилетит на волшебном голубом вертолете. Это все готово уже, да? Скоро начнется. Вертолет запустили. Все проверили. Скоро полетим. Так, все, я сейчас пошел переодеваться. Рюкзак. Так, что это, этот ящик рыбацкий перекинул? Так, подожди, там перекинем, наверное, где это возить буду. Лишь. Там это... А, ну хорошо. Ну, вертолет на льду. Испытания пройдены. Вроде поехали. Вот, весь снег, что растаял, тут голимый лед. Скольжение, в принципе, неплохое, хорошее должно быть.
Все. Они покатили, им предстоит очень длинная дорога. Но они, поверьте, приедут намного раньше, чем я. У меня, во-первых, дорога предстоит еще длиннее. Сначала на автомобиле, потом на урагане. Я приеду намного позже. Ну, ничего страшного. Главное... Так, здесь я проваливаюсь. Главное, выехали уже хорошо. Вон, наст небольшой, тонкий, сильных морозов не было. В общем, до встречи на льду. Дай бог до темноты хотя бы добраться до места. Погнали. Здравствуй, Печора, матушка! Вот мы опять приехали сюда, а нашего вертолета что-то не видать. Рыбачат, наверное. Где-то нашли рыбное место и ловят рыбу. Так, ну что, вот и они, наши удочки. И мы сейчас тоже будем ловить рыбу. Сейчас самое главное. Так, где-то обрыв провода. Где-то оборвали провод. Где-то оборвали провод. Так и есть, вон. Ну вот. Вот и приехали. Последний раз мы были здесь позавчера. Вчера не приехали по двум причинам. Во-первых, было холодно, как бы морозно. И до этого мело. Как бы есть надежда, что лунки не сильно замерзли. В принципе, так и есть. Если бы мы вчера их проверили, и потом ночью ударил мороз, их бы пришлось нам отдалбливать. А сейчас мы просто аккуратно почистим, и под снегом они не замерзли. Это во-первых. Во-вторых, как вы уже знаете, Серега работал, Иван Григорьевич работал, команда работала. Надо было подождать, чтобы все пришли с работы. Наша команда еще где-то едет на вертолете. Вернее, скорее всего, они ловят рыбу. Ну, а мы сейчас потихоньку будем проверять наши вставные удочки. Надеюсь, что-нибудь да клюнуло. Потому что на вставные удочки, если уже попалась, то уже попалась. Это или ёрш, или хариус, или сиг, или налим. Они, как правило, заглатывают по самые не балуй. Здесь пока никого. Здесь пока тоже. Ну вот. А я так ждал, надеялся и верил. Пока тишина. Вот этот еще посмотрим. И будем потихоньку. Здесь что-то есть, но не крупное. Ёрш, наверное. Ладно. Начинаем проверку, а там будет видно. Чистим, проверяем, очищаем от грязи.
Доживляем свежими червячками. И ждем нашу команду. Подъедут и потом порешаем, куда идти на ночлег, потому что светового дня осталось не больше часа. Как бы то ни было, под фонариком, но все равно все удочки я проверю, почищу и наживлю свежими червячками. Надеюсь, без улова мы не будем. Так, проверил 3 удочки. Только 3-ю проверил. Здесь поклевка. Удочка примерзла. Кто-то клюет. Это, наверное, ёрш. Так, надеюсь, видно. Тут как бы не вставные удочки, а обычные удочки с мормышками. Мормышка, сверху нимфа. И они как бы не на дне лежат, а чуть выше дна. Ну, тяжелая мормышка где-то сантиметров 5 одна. Вот, видите, да, клюет. Сантиметров 5 от дна. Нимфа, ну это ёрш по-любому. Нимфа чуть выше. Ну, поклевки вялые. Если позавчера клевало хорошо, то сегодня что-то поклевки желают быть активнее, конечно. Еле-еле. Это может быть сиг или ёрш. Хариус обычно берет интереснее. Опарыши на нимфах все целые. Нимфы никто не трогал. Червей практически на крючках не было. Червей обсосали. Тут мелко возле берега, тут чуть глубже. Там еще глубже, и там пошло уже потихоньку углубляться. Нет, еле-еле. Блин, и поиграть-то никак. Удочки примерзли капитально вообще в наст. Сейчас надо ждать тепла, чтобы их... Ну, можно, в принципе, отколотить, но зачем? Пусть будут. Все равно скоро ночь уже. А то уж никто не утащит. А то бывали случаи, что и утаскивали. Не, это фигня какая-то. Или сиг, или ёрш. Скорее всего, это ёрш. Поклевки были, но неактивные. Вон. Погрызли червя, откусили. Крючок торчит. Сейчас может быть... Если крючок торчит и не берет, значит рыба неактивная. Для сига это крупная мормышка. Для сига нужна маленькая мормышка или маленький крючок. Тогда она червя сосет и засасывает до желудка. Хариус он хапает сразу. Кто-то здесь есть. Но мы сейчас на него просто теряем время. Ладно. Пойдем проверим все удочки. Наживим свежими червячками. И пусть ловят. А то сейчас мы на эту удочку все время потеряем и стемнеет. Так, вот она, первая вставная удочка самая. И походу тут есть ёршик. Вот он, ёрш. Заглотил. Налима не было. Здесь у нас нимфы нет. Просто червячок. О, едут. Вот он, вертолет. Вот наш вертолетик. Едет наша команда. Нет, еще остановились. Будут пробовать там рыбачить. Ну, доехали до сюда уже хорошо. Вон. Ну, камера, наверное, не берет. Метров 500, наверное.
Здесь у нас тоже кто-то дергает на второй вставной. Так, видно, да, надеюсь? И это тоже ёрш. Вот заметили, да? Если удочки у нас с мормышками не сработали, там обсосали, то простые крючки ёрш заглатывает. О, завелись, едут. Так что ёрш это тоже рыба, ёрш это тоже хорошо. Прилети, друг волшебник. О, красота. Ни кустов тебе, ничего. Едут по ровной местности. Милости просим! Милости просим на нашу матушку Печору! Ой, спасибо. У меня уже вон улов, 2 ерша уже есть. О, Это 40 литров из 80 литров ухи. это ерунда. Мы уже на жареху тоже наловили. Поймали? Вы на холодном, да, были? Конечно. Молодцы. Ну-ка, что у вас там? У Геннадия что тут целая Хвастай. фабрика, целое хозяйство. Хвастай, Григорьевич, хвастай. Вот, Янцикадан. О, вот это уже красиво. Сишки, да, в основном? Да. Окей, один харюзов. Молодцы, молодцы. Ну, надеюсь, у меня тоже. Я только буквально 10 минут назад вот 2 вставные проверил и 3 удочки. Удочки с мормышками все покоцанные были. Но нет, там кто-то долбит на второй, кто-то тюк-тюк-тюк-тюк. Или ёрш, или... Как? Тут мелко, тут потом подлихоньку эта глубина. Но вот на этой, на первой, вот такого хариуса в прошлый раз поймал. Вот здесь вот. Вот здесь. И из-за этого я тут поставил. А там кто-то тюкает на второй. Можете вот это там попробовать. Может, это сижок там. Тут даже как бы не сносит. Тут даже можно средней мормышкой. Не сильно эта глубина. Снизу, видишь, зашуговано тут, получается. Зашуговано. А тут вот, начиная вот отсюда, вон с этой, и до того, тут более-менее шуги нету. О, палочка. Палка, блин, съезжает, я еду и держу палку. Ну, это там, где налим сошел, туда поставим крючок. Ну, это, там, И это живцы. Ну, мальки не сдохли, нормально? нормально. Ну, ладно. Было 2 такие скины, блин, я их выкину. Ну, кулума, да? Да. Что, нормально едет? Ну да, Классно. но для неровная прыгает, неровный лед. А. Снег и Ну лед. да, то что... Так надо было грейдер сюда, наверное. Дома, вот дома немножко было этого бензина. Я 2 литра залил, и вот до сюда доехал. А, на 2 литрах, да? Да? Красота. Ладно, пока не стемнело это. Сейчас проверю, наживить надо все. Потом уже на потом. Вот тут вот точно хариуса поймал тогда на прошлый раз. Тут зашуговано, здесь не бури. Тут очень много шуги, Иван. Вот это кусок. Молодец, чисто. А чистая вот начиная где-то вот отсюда, видишь, зашугована полоса? Тут дальше идет уже чисто. А тут тоже чисто, кстати, вот тут. Тут полоса шуги, Иван, вот тут вот. С берега можно, да, тоже? Да-да-да. Тут даже если можно на среднюю мормышку. На второй удочке у меня только что клевало. Не знаю, или сижок, или ёрш. Так. 3-я вставная и тоже походу ёрш. На вставных каждой удочке по ершу. А налима нет. Был бы налим, он проглотил. На 4-й походу тоже ёрш. На каждой удочке по ершу. 4-я удочка, 4-й ёрш. Так, этот мелкий попробуем наживца. Надо его поймать, пусть поймает. Ну, в общем, проверяю я вставные удочки потихоньку. Отдалбливаю, десяток проверил. На глубине даже ершей не было. Смотрю, компаньоны мои, моя бригада. Сначала к Сереге подойдем. Вытащил.
На мормышку, говорит, на опарыша. Рыба сиг. О, вот такой вот замечательная, красивая рыбка. Еще красивее. А потом и Григорий сразу. А это уже харюзец, да? Да. О, это уже хариус. Вот он, Красавец. красавец. Сразу бац, да, ударил? Да. А Григорич вон на халяву не хочет. Покормить сначала надо. Да. Потом кинул прикормку с секретной смесью, да? Да. Никому ничего не скажет. Нет, ты что? Чтобы все ставили. Так. Ну, у меня пока пусто. Ну, ничего. Капуста? Мы еще отыграемся. Правда, времени уже осталось мало. Странно, 2-3 удочки даже с целыми червями. Даже еле-еле шевелятся. Почему-то червя, видать, не очень хочет. А на игру, видите, с мормышкой тюкнула, клюнула. Ну ничего. Сколько успеем? Не сколько успеем, а хоть под фонариком все равно я буду сегодня проверять, чтобы завтра к утру уже все было готово. С одной стороны. С другой стороны, если ударит морозец, то это все замерзнет. Тоже как бы не очень. Ну, посмотрим. Проверяем продольник. На удочках тишина. Я их даже не проверяю. Так, просто посмотрел, дергает, не дергает, и все. Здесь вроде бы что-то дергает. Здесь что-то есть. Что-то небольшое есть. Сижочек. Такая вот селедочка. Небольшой, но заглотил. Так что хочешь не хочешь, а пойдешь в общий улов. Потому что отпускать тебя смысла нету, все равно подохнешь. Ну вот, один сижок небольшой есть. Он жабры повытаскивал, аж куда его. Если бы слабо был зацеплен, то без вопросов я бы, конечно, отпустил. А так смысла нет. Все, наживляем, отпускаем. А это что, земля? А? Это что раскрошил? Да. Помидор. А, сверху прикармливаешь? Он не скорпил. Почему свет? А, у меня пай тоже пришел. Селедочка. А, ставишь? Не, сижок. Так что, у нас малявок, наверное, надо в лунку отпустить, да? Сейчас я по-быстрому лунку отдолблю, наверное. По-быстрому где-нибудь. Здесь где-нибудь. Серега, пробури одну лунку мне, пожалуйста. Сейчас я пешню привезли, да, ведь? Да. Пешню. Так. Ближе к течению, наверное, туда. Налим. Где тот налим? Сейчас. Так, вертолет здесь оставляем? Да. Поедем на урагане. А, фу, пахнет. Так, ладно. В общем, спасаем мальков. Завтра еще одно дело надо сделать до того, как поедем в избу. Это продолбить майну под 5-литровую бутылку, где будут храниться живцы. Это занятие не из приятных, потому что лед толстый. Но это делать надо. Одну майночку надо, чтобы бутылочка влезла, чтобы там, если что, хранить живцов. Вот. Майна выдолблена, почищена. Мальки
Пятишки. Надеюсь, она пролезет. Опа, со свистом. Лишь бы сейчас палка достала. Прикинь, сейчас не достанет, да? О, нормально. Самое то, самая налимовая глубина. Все, ловись налим большой. Так, там 3 крючка, так что 3 налима нам завтра будет. Так, а что, давай сюда, наверное, тоже воды наберем. Оно тоже чистое ведро из-под ягод. И поедем в избу. Блин, -2, -3, а все равно замерзает, да? А? Иван Григорьевич спит уже, наверное. Ну а что теперь делать, если выехали ночью, блин. Как говорится, день заезда он всегда тяжелый. Опа! Ну, нам на сегодня хватит водички. Завтра свеженький возьмем. Как-то вот так. Всё, до встречи в избушке. Ты готов? Да, все, пошли. Все, так. Ерша возьмем с собой. Он съедобный. Малька оставим. Так, не берем. Погнали. Одно радует, уже не под елкой, да, Иван Григорьевич? Ясно. В избушечке этой... Смотри, никто не зимовал, да? Никто не пихает, а стены сухие. Ну да, потому что, как говорится, она как была с лета, так, Мыши не дышали. да. Осталось сделать освещение и ставлю слово бур. Так, станцию сегодня не стал вести титаната 100%, потому что титанат тяжелый, места в санях уже не было. Но это не хуже титаната, скажем так. Так, где мы здесь будем кушать? Где тут? Куда повешать? Гвоздики есть только? Не там, надо над столом, здесь надо. Вон, вот оно, вон. А, вон, купчочек, да. Вот так вот. Все, всем видно, да? Ну-ка, выключаем. Все, немножко бы сюда еще, да? Чтобы вот это там. Ладно, сейчас придумаем. Ну и жарен. А это у тебя что? Наклеечка твоя еще. Наклеечка с рыбацким напитком Серега пришел. А там внутри что? Рыбацкий напиток. Рыбацкий напиток, да? Ну на, начисляй тогда. Домашний. Каждый пришел со своим рыбацким напитком. Я пришел с ребятами обмыть выборы. Да? Товарищи, друзья подогнали тут. Обмойте, говорит, Там. выборы. Мы за. Главное, что выборы наши состоялись. Вон Иван Григорьевич Да. с чекушечкой. И первый тост поднимем за нашего президента, который Дай бог ему еще здоровья, чтобы Да. хватило ему сил такой выборы, здоровой. Чтобы можно мочить в сортире. да, да, выборы состоялись, и это радует. Стопки у тебя все на Все разнобой, да? разные. Да. Но это у меня рыбацкий, да. Понятно. Рыбацкие стопы. У меня 2 комплекта железных было. Потерялись. Да, вот. Я не приобрел, вот так вот они не лежат. Сейчас в санатории я хотел, там что-то 300 с чем-то или 400 с чем-то, не помню, вот эти. Что-то жаба задушила. Я говорю, 3-й комплект, я говорю, раз я стеклянных попил. Мне кажется, там где-то у Волки, в Барку. Я все искал. Так, ладно, друзья. Я рад очень, что у нас опять компания в сборе. Немножко другая компания, но с Иваном Григорьевичем у нас незаменимое. Вместо Игоря у нас Серега. Серегу вы уже по прошлым роликам знаете. Кто не знает, Сергей, кто недавно на моем канале, у него тоже есть YouTube канал. На Дзене тоже есть? На Дзене пока не веду. Пока Есть, нет. но Да. не веду. Называется «Родники» или «Родники на севере». да? Родники на севере. Да. Родники на севере. Так что заходите, набирайте просто канал «Родники на севере» и Серегу вы там узнаете. Серега мастер по
резки дерева с пилой и болгаркой может изготовить медведя за один день. У меня медведь такой уже дома стоит. Вот. У меня 2 заготовки есть. я Ты ей ему уже говорил сказал. уже, да, и, ну, Ты мне пилой. Так там, что как цепи, здорово, что края, всем- всё остальное доделал. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. По рыбке уже поймали, кто-то по 2, по 3, по 4 По уже. 4 Да, некоторые. молодцы. Ну, не будем показывать пальцем. День заезда он всегда тяжелый. После обеда заехали и еще что-то успели поймать. Да. да. Завтра Ну, у нас Без ужина бы не остались, если Да. бы ничего не... завтра у нас первый. Так, все, закипит, булькает. А, Друзья, дай. вам стопоря нет. Серега взял только 3. Так что извиняйте. Вот, это ваше все. Наливайте, не стесняйтесь. Да. Закусывайте каш. У нас сегодня на ужин кашка домашняя. Белые С грибочки. курицей. Белые грибочки. Да, О, маленькие хрустящие. маленькие хрустящие. Незаменимые Серегины чебуреки, да? Да, Оксанка какая-то. Вот, так что сегодня у нас Холодец. первый день праздничный ужин. Будьте здоровы. Дай. А, пошла как сплетня. Ты ложку не достал? А я ее ищу. На речке, да, без гречки. Мгм. Это я Вале сказал, Игорь наварит гречки, и мы всю испорли. В прошлый раз А. жаркое ели. Так я вам, На рассютах. так я вам сделаю, вон кастрюлю гречки, что. Да, жаркое, я помню, вкусное было. Я сделаю. А мы с тобой, Серега, попали на 23 февраля, да, наверное, нет? Нет. А, Прошлый год, куда? да. На На лесную речку, да. А, еще в январе. Нарастил? Так, у меня... А, в феврале, да, у меня отпуск был в феврале. В феврале, наверное, 23. Да. В феврале 23-е. отпуск у меня был. А потом с Ромой, и это уже, наверное, в марте уже поехали. С тобой на 23, наверное. Да. Мороз стоял, холодно Да, было. да. Он, и Григорий еще там, сало, Да, хорошо. да. Где я там 2 рыбы всего поймал. И здесь уже больше. Здесь уже больше, уже рекорд. Сиг потихоньку клюет или бац, Бац, как кажется. как Ну, да. Ты смело. что держишь? Смело. Просто кивок падает. Подтыкаешь, иди сюда, да? Мгм. Я одного поймал, говорю, Серега, должен быть второй. Трясу, тык, есть и второй. Все, больше там нет. А на этом, на вставные, видишь, ни хрена. Ну вот на стоячку долбануло хорошо тоже. А не подсек то ли что. И хорошо уже, поклевка хорошая. Я думал, вообще он уже сидит. Удочку хлоп пусто. Ну, ничего страшного. Что и наставные тоже. Так, должны. предложение было у Ивана Григорьевича съездить на озеро, но поедем, наверное, не завтра, а послезавтра. Ну, Съездим за пилой. Пилу взяли, не взяли точилку. И цепь затупилась. Неожиданно. нежданно. Не, надо было поменять, у меня там все равно есть более-менее цепь. Ну, Не, это ушатанная вообще это напрочь. капитально, там же, Капитально. там это, Я еще посмотрел, моста. я думал, может неправильно стоит, как будто, знаешь, неправильно цепь поставят, и она вот шлифует. Да вроде правильно стоит. Не, у меня хреновенько напилит, у меня просто я там оставил на берегу. Съездим завтра за той пилой. И будет хорошо. Кстати, смотрели буквально дня 2, наверное. Да, вот я поехал к родителям. Нашел я этот ролик, где вы летом с Баяном сидели. Просмотрели его полностью. С отцом за ужином сели и полностью просмотрели этот ролик с Баяном. Это вообще было супер. Я много чего не взял. Не взял титана, думаю, вес лишний. Не взял электробур на этот раз. Думаю, лед песком херанет и, блин, ножи убьешь. Все-таки приберегу для озера. А ножи эти только заказывать, наверное, да? Их так Ну, они такие же, Такие только же? такие же такие сферические. же, да?
Вот ты сегодня купил сферические, вот они такие же. Я просто думал, на него может какие-то другие нажиты. Нет, ну только правого вращения, естественно. Не левое, а правое. И у меня всего 2 или 3 ножа только таких. Ну, между первой и второй. Так, Как? Или не распробовали? слабоват немножко, да? Слабоват. Ну, у вас может покрепче. Для разгона нормально. Ну, Да как раз гонимся, да как раз гонимся. Хрен на вертолете догонишь. Как сегодня летели, нормально или по неровностям бьет, Не, да? бьет, Кидает. потому что это, кидает. видишь, где этот лед чистый, она ровная. А где снег, он выскакивает и опять. Ты Бух, бух, да. Быстро не поедешь, короче. Ну, немедленно ехали. Хорошо, ехали прям-то. Так. Или ты не полный газ давал? Не по многу. полный Давай сейчас маханем. вылетел бы ты там с Да. этого. Буквально по 3 штуки в день. Ориентировочно на сколько? Серега сказал, 3 дня он может спокойно, да? До воскресенья. Может спокойно. Сегодня вторник, да? Григорий сказал тоже Мне в пятницу на работу. в пятницу на работу. Значит, в четверг выезжаем, да? Да. Ну давайте. Так можно еще позвонить, и он выйдет, нет? Или уже поздняк? Вдруг тут этот на озере горбачи пойдут. Как в прошлый год мы закрывались-то. Весело было. Мы Да. где-то ведро-то ушатали, да? Крупняк. А мелочи сколько? 2 ведра вы выпустили, наверное. Ну, да, таких-то не брали. Может быть и с одной стороны неправильно делаем. Мы их выпускаем, они кормовой базы мало, жрут ее. Может и надо и вылавливать ее, чтобы некоторые хотя бы выросли, блин. Я знаю, что тут было на этом диком ваде, но это был примерно какой же год? Давай, лучше 76-й. сначала. Глубокий самая лучшая закуска. 76-й. 76-й год. Я ни одного вот такого окуня не поймал. По 200 штук, вот такие. Я сделал лунку, штук 40, сложил вот так, вот пусть Вася Попов скажет, рыжий. Сложил вот так, брызнул водой, плиточку заморозил. Был Николаевич тут, начальник АТП, мы с ним. Короче, я вышел утром рано, он с похмелья там, блин, пока вошкался. Избушка была по черному, которую сожгли. Я вышел на ту сторону вдоль болота. Здесь у меня вот такая пластина заморожена. 3 метра бурюсь, опять такая же пластина, опять. И все вот такие окушки. Он не рос. Не рос, потому что его было... Так только кидаешь и тащишь, кидаешь, тащишь. А сейчас он вырос. Уже грамм 200 некоторые, да? Там его стало Ну, в меньше. этом году налима какого большого? Ну, приблизительно. Я же самый не большой. успел. Я же не успел. Я пока дорогу здесь пробивал. И потом уже налим. Я возле переправы там немного порыбачил, неделю, наверное. Ну, самый большой, может быть, был грамм 800. И все. Ну, вот такая же. Больше килограмма не ловил. Что-то как будто перевелся. А осенью-то по открытой воде ты видел, каких чушек, да? Ну да, но я по открытой где-то еще не рыбачил уже. Я после Нового года уже на первый лед вышел. Что там по этим командировкам. Ну, вот позавчера у меня вот оборвал. Ну вот все вот, у меня вот все вот. 600, 800 какие. Ну, Это холодец самодельный тоже, да? Нет? нет, Покупной? покупной. И вот, ну и нету большого. Я же расстраиваешься, достаешь, думаешь, ну, нету желания даже ходить и уже продольники ставить. Ну, в принципе, на Мылве крупного никогда и не было, с одной стороны. Там А иногда, сейчас и на Печоре помельчал. иногда попадал там. Один мужик мне даже показывал. Я еду, короче, он тут на беседке вышел. Ну, он тут где-то ставит выше ямы этой большой. Вышел, ну, такой килограмм под 5. Хороший налим. Еще вот в прошлом году попадался, и то уже под весну, ближе к весне, не попадался.
крупная. А в этом году вообще одна мелочь. Вот. И всё. Минуту внимания, буквально 1 минуту, не больше. Хочу передать привет Павлу Корышеву и зачитать комментарий, потому что Серегу он еще не видел, а нас с Иваном Григорьевичем видел. И написал вот такой комментарий к ролику «Харрис на таежной речке», часть 2, «Душевный вечер». Это когда наша последняя поездка была на лесную речку. Мы первый день заехали и сели и ужинали тоже, наверное. Гречка была, речка и все такое. Пишет Павел Корышев нам. Геннадий, привет тебе с Ивановской области. Привет всей Ивановской области от нас. Очень душевное видео у тебя. Жизнь, как она есть, без всяких понтов, как у многих блогеров. Удачи тебе и процветания каналу. Спасибо, друг. Респект и уважуха. Жму крепко руку тебе и Ивану Григорьевичу. Так что и от Сереги, и от Ивана Григорьевича, от нас крепкое рукопожатие всем тебе привет. и огромный привет всей Ивановской области. Да. А Привет, то, что без понтов, это правда. А да, я Всё ей по-простому. написал ответ, а что понтоваться-то? Я говорю, всем говорил не разу же, я никогда не ставлю сценарии, как пойдет ролик. Да, и Никогда не на камеру режиссирую, не играем, да. да, Такого нет. чтобы что-то, как оно все Жизнь, она идет, есть, жизнь. как жизнь идет, показываем так, как оно есть. Сегодня коротко показал, что мы до обеда контыкались, мудыхались, но собирались, как говорится. Я объяснил. Серега был на работе, Иван Григорьевич на работе. Один я тунеядец, ничего не делаю, блин. Заслуженный тунеядец. Заслуженный тунеядец, да. Ну, у меня работы тоже хватает. Сколько это все равно, это тоже работа. Это тоже, да. Вчера на славу потрудился с утра до вечера, 2 ролика нарисовал. Будет что посмотреть. Опять же, не придуманные, а как есть. Как я сюда пробивал дорогу, коротко показал. Ну, вы уже это все посмотрели, этот ролик, 2 ролика вернее. Видели этого Налима, который оборвал леску. Видели Харюскова, Сишко первых. То есть я друзей своих привел не на пустое место, а как бы на рыбное. Иван Григорьевич эти рыбные места уже знает 120 лет. Или больше. Да. Вот не Также мы сегодня... Вот этот остров кончается, и вот здесь вот неводная тоня. Тут всегда щеги попадали вот в эту осенью. Выше или ниже? Ну вот остров идет, и тут залив этот, ну протока. И вот в этой протоке там метров 20 так кидаешь и приводишь тут на гальке, там галечник такой. И там, блин, сигов На мелкоте. ведерко, да, осенью, в темную ночь. Темная Мы ночь. сегодня тормознулись, смотрим место Обурина и Лунки, прям вот ту, вот так вот одна в одну. Прям Это вот здесь вот. Не, там. Там стали, там глубина большая, течение Я большое. померил, я говорю, Ничего тут не рыбы нет. поймали, он говорит, тут рыбы нет. Сматывай удочки. А лунок Обурина, там А может выловили? штук 20, А. наверное, лунок. Штук 20 Там- лунок в одном месте. Вот. Там Сматывай, не клюет. поехали. Это же не первый год. Поехали, он знает, что там где-то сушина, вот это вот У меня стоит. вот там метка. Вот Вот горит тут сушина. пробуришь, и тут будет клювать. По 2 лунки пробурили, удочки закидываем. Есть. Сразу, да? Так он еще осенью прикормку туда кинул. Работает. Ну, знаешь, как для курицы-то вот эту бутылку переворачиваешь и потихоньку прикормку. Да. Он там же, наверное, 200-литровую бочку прикормку кинул, и она вымывает потихоньку пшенкую кашу, наверное. Я достаю, Думаю, говорю, что Иван пшёнок- Григорьевич, говорю, есть. Он говорит, ну я ж тебе, говорит, херни не буду советовать. Ну, Он, молодцы. говорит, знает. Главное, обрыбились в день заезда, это уже, Хорошее место мне там, ну, нормально там. это хорошая примета. Я каждый год вот по первому льду езжу туда. И когда уже вот вода появится на льду. Игорь так вообще, он бы не стал, он кинул. Нет. И пошел бурить. И там я не успеваю проверить за ним лунки. Он очень быстро бурит. Если у него ножи хорошие, электробур нафиг не нужен. Я бурю 20, он бурит 10. Как у него, я его ножи не могу это ворочать, а он... Входит у него, да, Руки сильные. Я говорю, что где я не могу это
поднять или подняться. И говорит, пошли под руку. Не могу поднять ногу, да, не ногу, а ногу, как прошлый год. Ногай, мат на мате, говорит, ты что не слушаешь меня, иди сюда. Да говорю, и вот выворачивается и все, вот колено вот не чувствую тут, видишь, тут как будто за стеной где-то, Не хвастай у меня, такие же у меня вылетают с места даже, как блин. чужое колено глажу. Не Ты, наверное, в свое. футбол играл в молодости, да? Да. Пинали по коленам. Не только пинали, а и падал, и как споткнешься, бежишь на коленях там. да А, как похуй. гол забьешь на коленях, вот по траве так не... Ага. Нет? Они же по искусственному ковру попробует по песку нашему. Он такой, и жопу побежал. Жопа. По искусственному, конечно, что там посмотрим. Как футболист. Давайте, будьте здоровы. Дай Бог здоровья. Дай бог. Грибочки обалденные, хрустящие. Да. И причем, видишь, вот в одной банке вот все такие маленькие. Ну, ты сказал белые, они желтые. Ну это боровички. Боровички. Боровички вон какие маленькие, напополам порезаны, вообще обалденные. Вот, Они были белые. да, я Сверху коричневые, снизу белые. Блин, пожелтели. Наверное, желтушка. Красивые. Ну дай Бог. У меня мамка специально откладывала, ну, чтобы в отдельную банку закрыть вот. Чтобы грибы. Что по размеру, не, росли. по размеру, чтобы вот они были. Я это... Белый гриб я нашел в этом году. 22 июня. Тот год грибами вообще хорошо порадовал. Грибов нормально было. Между делом хочу сразу передать привет Володе Сумину, хозяину этой избы. Спасибо, Володь. Как видишь, изба в целости и сохранности, все нормально, не течет. Никого зимой здесь не было. Изба сухая. Нормально все. Как пришли... Кроме мышей никого. Ну, мыши и то, наверное, смотались. Как пришли, какой порядок был, уйдем, порядок будет не такой же, а еще лучше. Съездим завтра за пилой, приготовим дрова, все будет чики-пуки. Да, спасибо за гостеприимство. Можно мне морса? Да, конечно. Оп. Раньше я вот 24 килограмма на вытянутой руке вот так держал. А сейчас вот какая-то вот жила, здесь болит жила, тут болит. Гена. Ты 32 держал? Раньше я двумя руками утром не мог суднуть. А сейчас, блин, двумя пальцами гну хоть бы что. Надо тренироваться. Это как в анекдоте, да? Про молодого человека и девушку-то. Говорит, до свадьбы нельзя. Он говорит, почему нельзя? Ну нельзя, папа сказал нельзя, значит нельзя. Но мне, говорит, очень сильно хочется. Говорит, давай мы вдвоем держать будем. Да. Ну давай, вдвоем держать будем. Я, говорит, только, ну вот буквально на сантиметры. И дальше не, все, остальное после свадьбы. Просто, говорит, очень сильно хочется. Ну давай. Никакой пошлятины, вы заметьте. Это все домысливайте сами, как говорится. Ну, держат они, держат вдвоем. Ну, как удержать? Тут, короче, все получилось. Девушка плачет. Как так? Ну, ничего. Парень успокаивает ее. Все нормально будет. Я на тебе женюсь. Мы создадим семью, построим дом, вырастим скотину, будем держать хозяйство, вырастим такое хозяйство, держать будем. Отец из-за печки смотрит. Эх вы, хозяйство держать. Вы вдвоем, говорит, удержать не смогли, а вы хозяйство держать. Вы его хозяйство не могли удержать, а тут хозяйство, Хозяйство корову заведем. Мечтатель. Курочка по зернышку похаживает. Мы сейчас вот хотим заняться этим участком в Пукче, который у нас. А Пурпи забросил, да? Продал? Там, нет, там слишком, нам же его как дали пользоваться, Мгм. а потом там такую сумму космическую запросили. Я говорю, Да, этот участок.
я говорю, я дом могу за эти деньги построить. Сдал А обратно там по документам нету ни дома, ничего, там просто участок. участок, все. И сдал обратно, да? Конечно, там такую А уже вложил в Она- неё, да? Они это, или... А ты уже вложился, Да, да? если вот не пользуетесь, мне ничего не Ну, у надо. меня у Вот главное, свата- чтобы был у меня у разработан свата- участок, все. Участок. Он говорит, пожалуйста, я пользовался, все, потом отдал зятю. Так нам также, понимаете, как получилось? Нам отдали, пользуйтесь. Пользуйтесь. Там бабушка жила, она Ну. умерла. А там ничего нет. Отдали, пользуйтесь. Я туда и доски привез, окультурили. я туда и там мастерскую уже там обил, все сделал, все это, печку перебрали, там сделали. Вот теперь. 2 года приходит, она говорит, вот если вы покупать не будете, то съезжайте. А цену, участок на болоте, там весной, вот весной я прихожу, ясно. там озеро, Да? там озеро весной. Вот. На торфяне. Григорьевич, тебе налить морсику? А цену такую сказала, я говорю, нет, вы что, говорю. Сюда прямо? Да-да. Что там, чай хороший. Я соседям говорю, сказал, говорю, соседи смеются, говорит, ты что? Морс клюквенный. И решили все-таки в деревне. И пропали все твои вложения туда, да? Да. Все труды. И решили в деревне, что сейчас дом подремонтируем немного. И вот в прошлом году я Там баню, баню, да, баню отремонтировал. отремонтировал в прошлом году. Камней тебе И там- посоветовал, да, Я пригодились? говорю, я на пенсию в Полчу перееду. А что, Полча Я очень щас хороший, там красивый, да? Все сделаем. Говорю, потихоньку сделаем. Сына замуж. Замуж. Не замуж. Женим. И говорю, переедем в деревню. Серега молодец. Заведем До пенсии хозяйство. еще, когда Пекина раком, а уже о пенсии задумался. Ну уже. вот потихоньку участок разработаем и все. Ну, ничего. Скоро наш президент убавит пенсионный возраст. Когда все уладится, он скажет, ну теперь можно и убавить. Да. Может быть. О, Мне-то до И Григорьевича опять на работу. да. С каких 65, да? 65 сейчас? Не знаю. Мужики, да. Ну, вот мне еще 27. Не знаю, кто как, я в 45 вышел. Мне еще 46. 27 лет. Я увидел. 50? Нет, ты до сих пор работаешь. Ну, я работаю, но... Для души, да? Да, но я же пенсионер все равно. Значит, Ну, а что? Вот надо на ремонт, видишь, какие-то там копейки платят. Да хрен с ним, я Сегодня 10 дней. мне показала, посмотри, говорит, электростанцию у меня. 150 тысяч. Я посмотрел новые упаковки. Я говорю, Да, Иван Григорьевич, всё ты чё? там. А вот у меня сломается машина в дороге, теперь можно варить с нее. Вот так Конечно, взял и уже завел, пожалуйста, она не сгорит, вари где хочешь. вот. За 150 тысяч машину можно купить. Но сейчас тоже не купишь. да? Сейчас Ну, я Пете, короче, когда звонил там, вот, когда аппарат сгорел, я же думаю, ну, блин, я это, как говорится, Игорь покупал. Ну, куда ты стал? Блин, я не ты знаю, как? я думал получится, блин. Получится, да. Ну, тогда разливай. По Марусин Всё, ну, поясал. тогда уже. Тут не Ну, по, тогда. по Марусиной титьке уже. Да, тут по шею. Ну, дай бог, чтобы эта электростанция состарилась быстрее, чем ты. Ну, Да, вот, да, давай до этого я не прям. против, я не против. Пусть, ну, ее надо эксплуатировать. Надо, иначе заржавеет. Ну вот, даже, блин, света нету. Пробки выключил это, В шпок. розетку воткнул, да и Вот, все. и все, и тебе, Холодильник, все что работает. хочешь, пусть она работает хоть сутки. Что тебе там? Хочешь, Этого бачка хватит на сутки. хочешь фильмы крути. Да, да хоть что, блядь. Ты взял ее на Росюнское озеро, провел, блядь, лампочки через все озеро, и пусть всю ночь горит, пусть рыбачит. блядь. Елку поставил по центру и хороводы И водить. пусть рыбачит. Сорога клюет. А у меня, кстати, раньше была мечта встретить Новый год именно на озере. Салюты попускают, там озеро большое, красивое. Ну да, хоть, Это на Россию, который... Да, Росюнское озеро. А потом что-то со временем, ну да, ну, далеко. Стареем. просто, Да, стареем. меньше романтики, все такое. Я туда 18 километров пешком ходил через Маркалас, через Белый Бор. Да какой меня туда нес.
Вот он и нес. Запикаем. Короче, до Буровой там дойдешь на той стороне Мылвы от Маркаласта, а там еще 18 километров. И все пешком. Наловишь этой сороги, идешь оттуда, только откидываешь. Это мелкая, куница. А, ну ты говорил, да? Да, опять идешь, этот ремень въелся, блин, в спину. Опять куница выкидываю. И так, И нескончаемая плотва, да, там как будто... да там было, как Это и на озере, раньше, что ли? раньше Я не там был там ни такая разу. плотва была, блин, как под яской. Вот сейчас Иван Григорьевич мне позвонил, говорит, поехали на озеро. Я говорю, Вот Григорьевич, сейчас клюет. фига себе, мы сегодня болтаем. Даже батарейка села, блин. Я ведь тоже Блогер. хочу камеру купить. Экшен. Да любую, ну на какую будут деньги? Ну у меня, видишь, то одно, блин, подсуну, то другое. Я еще за эту станцию должен Ольге. Блин, я поэтому... Валя же возьмет это. А ты, если камеру купишь, придется тебе канал открывать на ютубе. Я тебе монтировать научу. Ну хорошо. Ну это когда у Давно меня... уже подписчики просят, говорит, Ну, пусть да, Иван когда у Григорьевич меня свой деньги канал... будут. Когда у меня Да. деньги. Когда денег заработаешь. Да, Подписчиков поможем набрать. да, я... Будем агитировать прям это. Не, ну... Я потому что действительно, я не умею. А мы это, Григорьевич, мы... Ничего не надо уметь, надо Было бы желание. вы умеете интересно, красиво, ну, интересно рассказывать, интересно слушать, вот и все. Я расскажу вам Анекдот. о жизни вообще. А анекдот. Просто Подожди. главное, чтобы если человека интересно слушать и Вот сейчас вот такой свежий анекдот был. сейчас посмотришь, действительно, вот таких каналов тут очень мало. Везде какие-то вот эти наворочки, где-то Ну что-то. да, все везде представляются, не чисто, как ты, Да, ну, да, ты, да. ты вот, ну, прямой человек. Вкладывают какие-то там колоссальные суммы, чтобы Да. один ролик снять там. Что-то И там прямо вот это. рассказываешь, как оно есть, а не то, что как бы ты хотел, там, Да. блин, да. Так у некоторых блогеров там за спиной еще целая команда, которые Мгм. пишут эти Сценарий. сценарии, это все там, это все Звукорежиссер, Там это художник всё- по свету. Да. там капец, это все. А у нас вон художник по свету включил, Включили. яйцо. Яйцо включил, да, и всё. так и есть. все на лицо. Ну, еще секунду внимания. Хочу передать привет Крохину Александру с села Няша-Бож. Няша-Бож, наверное, по коме, Да, если Бэш. передать. Не ошибаюсь. Вот, Это- огромный привет Крохину Александру. Ну и заодно, если он уже попал на эту страницу, не вижу от кого узер, потому что здесь, ну, скрин не пишется. Просто размышления. Привет, Хариус, после того, как накололся, он может не брать до 2 дней. При этом оставаться на этом месте. Ленок таймень этот берет, пока либо не вытащишь его, либо пока не надоест рыбачить. У меня ленок небольшой на мух брал 3 раза. На 3-й раз поймал грамм 750. Я сам рыбачу на весна, лето, осень. Хорошо отдыхаешь. Я написал, Хариус берет тоже. берет Тут я тут же. Оборвал и может взять тут же. У меня 2 раза было такое. Или Да у 3. меня сошел, сошел с Игорем рыбачим на КЗВР. Блин, зацепил, хороший Харис. Я говорю, Игорь, блин, ну вот сошел такой Харис, блин, ну он действительно грамм 700 был, 800. Такой Харис, блин, ну самый настоящий. И сошел. Не оборвал ничего. Игорь, короче, ходили по лункам. И я говорю, он говорит, на какой? Я вон на той лунке, ну-ка попробуй. Ну прошло 20 минут, не больше. Игорь приходит, тык-тык-тык, взял. На той же лунке именно. На той лунке взял. А оказывается, он у меня как сошел? Он зацепился у меня за бочину. Я вот только поддернул вот так, чтобы дразнить. Забагрил. Ну так раз забагрил и опускаю. Он тук, я, блин. И он, короче, как поперек. И я ему разодрал тут. Он
тут же взял у Игоря, вытащил грамм 700. А мормышки нету. А? Мормышки нету. А у меня не оборвал он. А, не оборвал, Там зашел. Рано получается. Я было. царапнул его, Вот блин, это царапина была, получается. аж до этого. А у меня на той лесной До речке, позвонка. где вот мы куда сейчас ходили, ну, прошло уже года 4, наверное. Это ниже озера было дело, ниже озера, А. там. Ну, в этой яме, где щука у тебя оборвала. Не помню где, но там, ниже озера, это точно помню. У меня такой лунку вторую, а уже по реке ходить нельзя было, я резал по насту. Ага. Перекаты открытые, где можно, режу, по навигатору режу. Пришел, вроде лед есть, пошел, пробурился, 3 лунки сделал. Кинул одну удочку, поймал, ну такой некрупный, средненький. Второй, третий, и там что-то раз. И что-то смотрю, 1, 2, 3, бац, удар такой, пыньк. Все, Оборвал. оборвал. Я удочку сразу выкидываю, у меня 2 удочки уже стоят рядом. Ну да. Я вторую беру, тын, тыч. Тяну. Пш, выскакивает. Он не крупный. Он где-то, ну, не мелкий, конечно, грамм 700, вот такой. Но он резкий. Вторая мормышка. И вторая мормышка моя, которая только вору. То есть ему пофиг. Эта мормышка, то есть берет не только ленок и таймань. у него- Хариус, когда активный, он берет. Да вообще у рыбы нету нервов таких. Ну, Чтобы у меня отец там рассказывал. Ну, по идее, да, извини, что перебил, вот взять того же езя. Он Да. губу же рвет. Рвет и Он тут же, не видимо, Конечно, не она больно, он же оторвана. его рвет и ее. тут же клюет. Да. А Потому у что него бывает так него- сопротивляется, что губа порвана. губа рыхлая, даже вот вверху рыхлая у язя. Он сам мощный, сильный, а губа рыхлая. И вот если на маленький крючок он сойдет Да, и спокойно. получается, не больно ему, видать. Конечно, что там, блин. Потому Так. что вот тащишь, он, ну, аж это, оборванная губа бывает порой. Ну что, ладненько. Я поймал, короче, у меня обрыв был, вот я же не послал, конечно, у меня нету, я там послать. Я не посылал. И я как только поймаю покрупнее вот такого хариуса, я сразу разрезаю и желудок смотрю. Ну и вообще я смотрел, чем они питаются. А тут, блин, Нашел мормышку. а потом нож, чирк, и чувствую об железо. Открываю, в желудке моя мормышка. Блин, 4 дня прошло. 4 дня и поймал. Да. И он вот тут и жил на Получается, этом он месте. на одном месте стоит. Вот тут стоял, осенью тут стояла рыба. А сейчас там нету рыбы. А я вот не помню, кто мне говорил, то ли Дима Мезенцев со Скаляпа, то ли... Не Осенью помню, стоит. кто поймал зимой на лима. Зимой на лима поймал на палку. И вскрывал, говорит, что-то шарик какой-то, шарик. Ну, в желудке. Порезал желудок, джигголовка. То есть мы-то Ну, привыкли щука, окунь, Ну да, джигголовку. А и Харис тоже. не А он надо. не хариус, на Тоже лим. на лим. Тоже И он на лим, получается, накинулся, блин, на джиг-головку и это... Она на стук же ловит, на стук. Это джип головка. Это понятно, а тут же тянешь, это как обычно. Ну да, там. ну так А некоторые же по-разному, некоторые Ну, тын. упал это он на дно, ты начинаешь тащить, и как раз упал возле него, он И порвал. и все, а ты, Зимой попал. ох ты, о, блин. Как вот мы это тогда, щука. помнишь, это... Да. Григорьевич, а у него такая алюминиевая спиннинг был на Печоре рыбачим. Бля, зацеп. Ну-ка подъедь, Геннадий, это отцепить надо. Блин, Григорьевич, а у меня только закинул вот такой окунь. Закинул такой. Говорю, подожди, давай, клевать перестанет и подъедем. Клевать перестанет, подъедем. Я буду сидеть, а ты будешь ловить. Я потом ругается. ложу спиннинг. Спиннинг положил, а я раз закину, окунь вот такой. Раз закину, окунь такой. Григорьевич нервничать начал уже, Я блин. закину тоже окунь. Начал А уже смотрю, удочку, спиннинг. удочку разматывать начал. Ну, хоть, говорит, на удочку. Смотрим, спиннинг, лодка стоит, Спиннинг а вот. на якоре, на якоре же. И спиннинг пошел. Я раз, Какой нахрен зацеп, если спиннинг пошел? Он за спиннинг держит. Поднимай якорь, это рыба. А как мертвый зацеп был, представляешь, как мертвый? И главное, сюда не миллиметра. Что было такое?
А хрень его знает. Я к якорю только Не подбежал, начал якорь вытаскивать, а у него катушка кончилась. Да, детская. кончилась и он, катушка. Алюминиевый пик, и все нахуй. Все, и развязалась полностью леска. Это ушла. семга была по-любому. Наверное. По-любому. А стояла сначала, да? На Или щука крупная. На эту... Леска вертушку. 0,5 была. Да, леска крепкая. 0,5 была крепкая. И Оборвала как будто... вертушка Ну сначала мертвый зацеп. 0,3. Главное, подергали вот Да, так блин, вот. это налим так не будет сопротивляться. Не налием, летом жара. Это И видишь, главное, подергал весь зацеп, Да и положили. штука, она же на месте не стоит, она все равно сопротивляется, там бы по руке ударяла. ну А мы как так, мертвый зацеп, она сидела. Нет, она в ту сторону прет. А не, главное, ведь я сюда? успел с 2 окуневых, оно Да, стояло. Да. И потом только пошла. Он вытаскивает одно. Подожди, сейчас. А я положил уже спиннинг, беру удочку, а спиннинг у меня по лодке. Поехал на потом геру. Я распускаю, я говорю, давай быстрее. А что тут осталось лески? Она Я пока пошел к якорю, ну на как нос дошел. поперла, и все, и не останавливаясь. И тем более... Если бы где на якоря не якорь. было, лодка ему может быть Да, еще это, да. ну, по течению, как она Да. шла, Могли бы замучать потихонечку. А так нет. Ладно, друзья, мы уже заболтали сегодня. Как никогда мы говорим долго. Поговорим завтра, у нас завтра еще день будет. Давайте на пасашок и будем закругляться. Мы-то еще, конечно, посидим. Часик, 2-3, может быть, возможно. Сегодня, Давай, блин, Геннадий, своего фирменного. так семгу и не поймали сегодня. Ну, Сегодня... сегодня, Ну, А, Иван кстати, Григорьевич, я, если честно, сегодня кайфанул. Уже кайфанул. Конечно. Сразу с первого, да? Я уже кайфанул. Да, Наверное, в никакие- течение не то, 5 что, минут поймал или меньше? Первый. Нет, минут 15. Минут 15, да? Минут 15. Ну, какие? Давай, Игорь. Ой, Хороший, Игорь, да. говорю. Серега, давай. Хорошие, Ну, размерчики это- хорошие. Это по, блин. по Сергей половинке. первый начал ловить. Ну, а я говорю, давай, Ну, лови. ничего. Это за прошлогодний, скажи вам, Это да? я вам еще. Прошлый год Сереге никак не везло, блин. Ну, Да, ну, знаешь, оно всегда это... ну, размеры хорошие. Вот Ну, это да. меня радует. Потому что я на этой мылове тоже там одни жиганы, блин. Ну да. А тут Ну, уже... я с осени там ловил. Уже Не. давно ты, я же фотографировал. Иван везде. Григорьевич попадаются, но редко. Попадаются Ну да. хорошие. Так что, Тоже попадаются. как ни но крути, редко. мужики, на лесной речке рыба как бы есть, но, говорим, мало там плотины, завалы, печоры, пока бобры не перегородили. Они и не смогут. Да. Так что на Печоре рыба На была, Печоре Харюза, рыба есть и пойма- рыба будет, дай бог. Ну, такие вот мелочи, они где-то к ручьям, там в устьях, а на течении Крупный, вот да. стоит нормальный Хорошенький, да. карась. И наша задача завтра найти его и Да. половить. Мы А послезавтра, можем туда проскочить вон. И там в общем, план на завтра. Ловим ведро хариуса, а послезавтра едем 3 окуней. 3 окуней всего. А, 3 ведра Да, да, окуней. Ну, посмотрим, рыбалка для души. Мы здесь уже хорошо. Главное, не в рыбе дело. Мы главное рыбачим. Вот главное Да. в этой И избушке, стены согреть. черный, вот это черный, по, как Ты говорится, знаешь, сколько ей лет? много, очень много. И дай бога, чтобы она еще столько же Она, простояла. она хорошо, что вот я вижу там Хозяин есть теперь. толь закрыли. Она текла тут везде, тут окна были выбиты. Я приходил сюда очень давно. А Это потом, было видишь, давно? человек, да, Нет, очень. это такая песенка у круга. Вот и все. Это, Это было давно. вчера. А, Это вчера. было вчера. А, давно. было Я вчера. хотел. Я без пришел, причины бревна остаться. были белые, рябчики, стрелял рябчиков возле избы. Вот эти лощинки, все, свистнул, там свистит, там. Блин, пришел, окна выцарапаны. Я же знаю, что это старый Ермолик, который за год бревно был начальником. Мгм. Короче, это он строил эту избу. Мгм. Я потом ему говорю, как жил. У него так, короче, это Николай Иванович, по-моему. Да. Я говорю, там ты видел? Он говорит, да что ты видел? Я там уже не ночую, я и не пойду в избушку. Там медведь приходит, говорит, он
Там где-то должно быть сзади на стенах такие царапины, отметины. Он говорит, ты видел там царапины, блин, а белые бревна были еще. Это очень давно он был. Начальник за год бревно. Ну, эта избушка младше тебя? Да. Младше. Потому что Ну, я же тогда это еще приехал пионерский. в 70. Это еще пионерский возраст. Ну да, я в 72-м приехал, а сюда приходил где-то в 74-м, наверное. Ну, я еще сиську сосал. Ты медведя еще не видел. Только Ну, ладно. медведицу. Только медведицу. Медведицу, да. Ночью Ну, дай бог. синей, ночью темной. Будьте здоровы. Дай бог. Дай бог здоровья, а остальное. Дай бог. Хариус, он никуда не денется. Мы его все равно соблазним. У нас у Сереги такая мормышка белая. Вот который сегодня купил, да, вольфрамовый? Он говорит, у тебя что за мормышка? Он 3 удочки стоит. По секрету Не, не. говорю. Чё А за у меня, Это сегодня, да, который Да. купил? а у меня черная. Я же сказал тебе, на печоре тяжелые вольфрамовые надо. Да, у меня черная. У меня есть такая мормышка, но я не хотел перевязывать. Думаю, да. Завтра будет по-другому. По-другому я с ними буду с утра разговаривать. Посмотришь. До завтра, друзья. Ну, дай бог Все здоровья. будет завтра.